Круглый стол в стенах Сунжинской районной администрации собрал представителей здравоохранения, Роспотребнадзора, руководителей различных учреждений. Главная тема – вакцинация от полиомиелита. Родители, к сожалению, когда слышат слово медотводы, они думают, что все, медотводы, это значит, вообще не нужно забыть, можно забыть о вакцинах и больше к этому не возвращаются. Медотводы, они все в основном временные, слава богу. Очень редко медотводы какие-то длительные бывают. Поэтому в этом моменте тоже бы хотелось обратить внимание. На встрече обсуждали вакцинацию не только против полиомиелита, но и других инфекций. На сегодняшний день в республике ведется активная борьба против распространения кори. Есть случаи заболевания целыми семьями. Своевременная вакцинация против таких тяжелых инфекций облегчит ситуацию самим болеющим, делятся медики. Со 2 июня вакцинировано 192 ребенка против полиомиелита. Подлежало у нас 13 835, во время тура привито 12 599 детей. Со 2 июня, вот как я сказала, 192 ребенка получили прививки от полиомиелита. Также подлежат против кори вакцинации 2418 человек детей, из них 670 провакцинированы. В республике зафиксировано несколько случаев заражения острыми формами паралича ног. Главная причина – отказ родителя от вакцинации. Сейчас дети проходят лечение в клинической больнице. Жители призывают не игнорировать серьезность вопроса. Как учитель, как мама 4 детей, я могу сказать одно. Отношусь я к прививкам положительно. Все дети, все привиты. Да и в нашей семье не было запрета прививкам. Когда пошел первый тур, дети мои младшие, 2 детей, они должны были, надо было провести прививки, мы сделали. Наравне с отказом от прививок стоит и другая проблема – частичная вакцинация. То есть родитель приводит ребенка лишь на первый этап, игнорируя последующие. По словам врачей, это во многом связано с распространением слухов в сети интернет, которые утверждают о неправильном хранении препарата. Медики повторяют, вакцины хранятся как и положено. Правила температурного режима соблюдаются. Центр хранения вакцины находится в городе Сунжа. Мы используем термосумки, термоконтейнеры, в которых холодовые элементы обкладывается эта вакцина и переносится сразу же в прививочный кабинет и в мини-ЦХВ, те запасы, которые уже там на месяц и так далее. А на неделю мы переносим их в прививочный кабинет. Мы думаем, что какой-то механизм мы сегодня смогли разработать и, конечно же, принять для себя решение. Духовенство, здравоохранение, образование, СМИ. Итог круглого стола прост. Нужно коллективизировать работу, тем более пока есть время летних каникул. Хава Гагиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.